Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые зрители, сегодня, иншаллах, мы ознакомим вас с 110-й сурой Священного Корана, сурой Ан-Наср. Сегодня мы постараемся вас ознакомить с самыми распространенными ошибками, которые, к большому сожалению, допускаются при чтении этой суры, чтобы мы смогли отдаляться от этих ошибок при чтении этой прекрасной суры. Первый аят, эта сура состоит из 3 аятов. Первый аят. «Иза джаа насруллахи валь фатх». «Иза», буква «зай» межзубная, «за». И ударение в размере 2 огласовок. «Иза джаа». Вот здесь у нас 4 раза удлиняем. «Джаа». Вот хамза «джаа» нужно выговаривать, так как звук хамза самый легкий звук, который теряется при произношении в контексте, нужно на него обращать внимание. Итого получается «Иза джаана на». Звук нун мягкий звук, а саад твердый, и поэтому твердый звук, естественно, своим влиянием забирает мягкость нуна, и нужно обращать внимание на это, чтобы нун произносилось мягче. Нас, ру. Согласовки дамма мы перепрыгиваем на лям, так как здесь солнечный звук. «Иза джаа насруллахи», насруллахи. И дальше «валь» на звук лям. «Валь» здесь нужно обратить внимание. Обратите, при остановке, естественно, переходит сукун. «Фа-та-ха». Все 3 звуки, фрикативные звуки. И поэтому при произношении нужно максимально легче, без напряжения речевого аппарата произнести. «Валь-фатх», «валь-фатх». Вот при произношении «ха» «валь-фатх». Вот продолжение струи воздуха должно не останавливаться резко. Итак, первый аят. «Иза джаа насруллахи валь фатх». Второй аят. «Вараа». «Вараа». Ра твердая, хамза мягкая у нас. «Вараайта». 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 Вот звук согласовки фатха. Уходим на солнечный звук нун и удерживаем в размере 2 огласовок. Так, назализация. «Вараайтан наса». «Вараайтан наса». После назализации в размере 2 огласовок мы применяем долготу «наса». «Яде». «Калькаля» взрывной звук. «Яде», «яде». «Ха». Вот здесь «ядехулуна». «Ха» твердый звук. «Лям» и «дамму». «Дамму» протягиваем в размере 2 огласовок, так как здесь, естественно, удлинение. «Ядехулуна». Дальше «фи». Вот, естественно, удлинение в размере 2 огласовок. «Фи», «фи». «Ди». Вот то же самое здесь. «Ди». Вот согласовки кесра, уходим на лям, в лафзул джаляля, в слове Аллах. «Фи динил». Аннулируется. «Нилляхи». Вот здесь. Так как звук «фа» и звук «вау» губные, так, нужно обратить внимание, чтобы «вау» не поглощал «фа». И «фа», чтобы фрикативность струя воздуха до конца произносилась. «Аф», «аф», «ва», «аф», «ва». В размере 2 огласовок тянем. «Джа», танвин аннулируется, остается алиф в размере 2 огласовок. Итого. «Вараайтан наса ядхулуна фи диниллахи афваджа». Вот удлинение после «вау» и «джа» они одинаковые, монотонные.
И последний аят у нас. Фасаббих, чтобы не бих не было. Фасаббих. Обращаем внимание на это. Удвоение у нас. Фасаббих биха. Вот самая распространенная ошибка это когда звук ха переходит в звук ха. Фасаббих бихамди. Вот то же самое здесь. Ха и вот это ха. Биха биха. Фасаббих бихамди. Бихамди раббика вас. Вот здесь уходим на звук син, свистящий звук. Вас та, мягкий звук. Вас таг, та, чтобы она ни в коем случае не переходила в твердый звук. Вас таг, нет. Вас таг, вас таг. Та нужно звук до конца произносить с огласовкой фатха, а потом переходить на твердый звук, звук гайн. Вастагу. Фа, ра и ха. При остановке аннулируется и переходит в сукун. Получается у нас два звука друг за другом с сукуном. Вастагу фир. 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 Вастагу фир. После звука ра, мягкого звука ра, в данном случае она произносится мягче, нужно до конца произнести звук ха. Вастагфирх. Итак, вот здесь обратите внимание, вот есть знак джим, в котором разрешается остановка. Если вы останавливаетесь, то применяйте правила, которые мы разъяснили. Дальше, вторая половина третьего аята. Вот нужно обратить внимание, чтобы до конца четко, ясно огласовку кесра и произнести. Удержание в размере двух огласовки, назализации. Иннаху. Вот этот знак, как мы говорили, маленькое слитное соединение в размере двух огласовок. Иннаху. Иннаху. Кана. Удлиняем. Кана таваба. Удваиваем. Тауа. Ударение. Ба аннулируется и аннулируется, остается алиф. Тауаба. И в размере двух огласовок. Итак, второй отрывок третьего аята. Иннаху кана тауаба. Если обратите внимание, здесь стоит маленький мим. Этот мим, как мы в прошлый раз разъясняли и объясняли, для слитного чтения с предыдущим аятом, который мы проходили, суру Аль-Масад, получается «Иннаху кана таввабан бисмиллахир-рахманир-рахим таббат яда аби лахаби ва таб». Это для слитного чтения. Только в этом случае звук мим и правила назализации применяется. А в данном случае она аннулируется при остановке. Теперь, мы сказали, что третий аят мы можем останавливаться. Если для слитного чтения, то есть на одном вздохе мы читаем третий аят, то не применяем правила остановки, остается огласовка дамма полноценным и выглядит, обратите внимание, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Уважаемые зрители, на этом мы остановимся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.